столько внимания, заботы. Эти встречи в канун Дня Победы в Татарском культурном центре Москвы в таком формате проходят уже 13-й раз. Телемост объединяет разные города и регионы. Везде есть татары, которые гордятся своими ветеранами. Их воспоминания, эмоции, присутствие и делают этот праздник таким важным. Амиру Абы 95 лет. Он очень проникновенно рассказывает о том, как подростками обороняли Ленинград. На санках закрывались просто, еще немцы не заметили. По снегу ползли, туда патроны доставляли. Вот так. Страшно было? Ну все страшно, а вот так сказать, как бы ты думаешь, все капут, как говорится, уже все, ну, выжили, страх уже куда-то пропадал. Выжить, мы веками учились стоять. Песни военных лет согревают гостям Татарского культурного центра душу, особенно если артисты из Донецка, как юные Иван и Юлия. Раньше мы ходили, возлагали цветы к монументам, но, к сожалению, сейчас этого нет, так как очень опасная обстановка в республиках. Победное счастье маленькая Люда Титова из Ленинграда помнит и хранит в памяти вот уже 80 лет. Женщины в основном, исхудавшие. Это что-то страшное, какие все были дистрофики. И вот если идет, особенно в шинели какой-нибудь там военный, да, вот эти тетки, откуда силы брались, вот, начинают подбрасывать. Все, с кем нам удалось пообщаться в этот раз, уверены в победе и в наши дни. Главный секрет России, как считают ветераны и дети войны, в единстве всех наций и их дружбе. Такое же единство в эти дни у Вечного огня, где захоронен неизвестный солдат. Он был советским человеком, для всех своим и родным. В эти дни цветы от Татарстана и друзей республики были возложены в Александровском саду столицы. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва.